Ассаламу алейкум, кариндашлар. Сегодняшнее видео я подготовил на очень важную тему. Те мысли, которые я сейчас изложу, это результат длительных размышлений, поиска и, конечно же, громадной помощи моей супруги Мадины в подготовке этого материала. Перед нами стоит сложнейшая задача. Как мы можем вернуть свое право на независимость? Но еще до того, как мы смогли бы вернуть это право, мы должны доказать международному сообществу свое право на самоопределение. Но самоопределение просто так не дается. Мы уже многие десятилетия являемся объектом, которым управляют другие внешние силы, но не мы сами. Но сегодня у меня уже есть понимание, что мы должны получить право быть субъектом международного сообщества. И, пожалуйста, дослушайте это видео до конца. Если у кого-то будут конструктивные предложения, мнения, я с удовольствием с ними ознакомлюсь. И мы можем это обсудить. Может быть, не в этом видео, скажем, в месседжах, а отдельными разговорами, если вы обратитесь ко мне лично. Если народ не спрашивали, и решение принималось под внешним давлением, это не самоопределение. Это подмена права. Право народа при этом не исчезает. Оно остается нарушенным. С юридической точки зрения можно говорить о фактическом акте оккупации Китаем уйгурского государства, который подменил, а не реализовал право уйгурского народа на самоопределение. В международном праве оккупация – это не обязательно объявленная война. Это ситуация, когда иностранная вооруженная сила устанавливает эффективный контроль над территорией. Воля местного народа не является источником власти. Политический статус территории меняется без свободного волеизъявления населения. В данном случае ключевое – это контроль плюс подмена воли народа. Что произошло с уйгурским правом на самоопределение? Фактическая картина 1949-1950 годы. На территорию вошли силы Китайской Народной Республики. После гибели руководства Восточно-Туркестанской Республики возник вакуум власти. Не было ни референдума, ни выборов, ни всенародного мандата. Вместо этого было сформировано лояльное руководство. Решения принимались за народ и без народа. Процесс был представлен как мирное вхождение. Это не реализация самоопределения, это подмена. Почему это можно квалифицировать как подмену права? Юридически здесь важны три элемента. Отсутствие свободного волеизъявления. Право на самоопределение принадлежит народу, а не делегациям без мандата. Эффективный контроль силой.
Даже если контроль установлен без боев, он остается контролем вооруженной силой. И навязанная интеграция. Изменение статуса территории произошло не по воле народа, а по решению внешней власти. В международном праве это описывается как denial of self-determination under foreign control, лишение самоопределения под внешним контролем. Важное уточнение – это не просто оккупация, а установление иностранного эффективного контроля, сопровождавшееся подменой права народа на самоопределение. Почему Китай не может прикрыться внутренними делами? Потому что самоопределение – это норма международного права уже с 1945 года. Подмена воли народа выводит вопрос на международный уровень. Длительность нарушения десятилетия делает его продолжающимся. Связь с Китаем и СНГ. Один народ, одна линия. В Китае подмена самоопределения через жесткий контроль. В странах СНГ через давление, молчание и отказ признавать субъектность. Разные формы, один и тот же результат, народ обращен в объект. В 1949-50 годах право уйгурского народа на самоопределение не было реализовано, а было подменено установлением иностранного эффективного контроля. Это не прекращало право народа, а положило начало его длительному и продолжающемуся нарушению. Есть одна важная вещь, которую нужно понять. Уйгурский народ – это один народ, даже если он живет в разных странах, в Китае и в странах СНГ. Нас разделили границы, время и политика, но право у народа одно. Что происходит на самом деле? Долгое время с уйгурами обращаются не как с субъектом, а как с объектом. Объект – это тот, за кого решают. Субъект – это тот, кто имеет право решать сам. Когда народ думает так: нам дали, нам создали, нам было надо быть благодарными сильным, он мыслит как объект. Потому что то, что дали, могут и забрать. Но право на самоопределение не дают. Оно принадлежит народу по факту его существования. Его можно нарушить, подавить, подменить, но его нельзя отменить. История показывает одно и то же. Если народ не спрашивали, если решения принимались под давлением или силой, если статус меняли без свободного выбора, это не самоопределение, это подмена права. Так было в разное время и в разных местах. И с уйгурами произошло то же самое. Наше право не было реализовано свободно. Его заменили решениями извне. Почему это важно понять именно сейчас? Потому что пока народ не осознает, что он субъект, он продолжает ждать помощи, разрешения или покровителя. А пока народ ждет, за него продолжают решать. Первый шаг – не обращаться к Китаю. Второй шаг – не ждать, что ООН нас спасет. ООН может только зафиксировать нарушение. Но ООН не может осознать право вместо народа. Поэтому самый важный шаг – внутренний. Когда сам уйгурский народ поймет и скажет: это наше право, его не отменяли, его нарушили, с этого момента народ начинает говорить как субъект, а не как объект. И только после этого становится возможны и фиксация, и документы, и международные механизмы. Что нужно, чтобы народ стал субъектом сегодня? Главное сразу. Субъект – это не тот, у кого есть государство. Субъект – это тот, кто сам говорит о своей воле и делает это последовательно. Общее понимание внутри народа. Без этого ничего не работает.
Народ должен массово понимать одну простую вещь. Наше право на самоопределение не было реализовано. Его не отменяли, его нарушили. Если часть говорит «нам дали», другая «мы опоздали», третья «лучше молчать», народ не субъект, а разрозненные объекты. Единое понимание – это первый признак субъектности. Очень важен единый язык. Субъект говорит одними и теми же словами снова и снова. Несложная история, не так получилось, не кто-то виноват, а народ не был спрошен. Право не реализовано, нарушение продолжается. Когда язык становится стабильным, народ перестает быть шумом и становится голосом. Самоорганизация без государства важна. Государство – это результат, а не старт. Субъектность начинается с общих заявлений, совместных текстов, коллективных обращений, согласованных позиций диаспор. Даже без территории и власти народ может говорить как субъект. Представительство – это не лидеры-герои. Миру не нужен один вождь, миру нужен понятный представительский формат. Это может быть совет, координационная группа, платформа, совместная инициатива. Важно не кто главный, а что сказано и от имени кого. Фиксация в международных механизмах. Когда народ говорит ясно, появляется следующий шаг. Обращения, доклады, submission, фиксация нарушений. Это не просьба о помощи, а заявление субъекта о нарушенном праве. Отказ от опасных формулировок. Субъект не кричит и не угрожает. Он не объявляет границы, не ссылается на древние империи, не требует завтра государства. Он говорит: признайте, что нас никогда не спрашивали. Дайте возможность выразить волю. Это юридически защищает людей. Передача субъектности детям – это не символика, а стратегия выживания. Когда дети знают, кто они, что их право существует, что молчание – это не равно согласие, народ не исчезает, даже под давлением. Как понять, что народ стал субъектом? Ты увидишь это, когда уйгуры перестанут спрашивать, кто нам поможет, и начнут говорить: наше право нарушено. Уйгуры перестанут благодарить за право и начнут фиксировать нарушения. Диаспора будет говорить одним языком, даже споря внутри. Самый честный вывод. Субъектность не дают. Ее берут не силой, а ясностью и последовательностью. Мы станем субъектом не тогда, когда нам разрешат, а тогда, когда мы сами начнем говорить как субъект. Куда именно подается первое коллективное заявление? В Совет ООН по правам человека в Женеве. Это главный вход, это основная площадка для первого шага. Формат: Written Submission, Joint Statement. Письменное коллективное заявление. Подается от имени организации плюс представителей диаспоры. Смысл: зафиксировать факт отсутствия волеизъявления народа как нарушение. Параллельно, но не вместо, произвести специальные процедуры в ООН. Это не одно письмо, это пакет фиксаций. Это спецдокладчик по правам меньшинств, спецдокладчик по культурным правам, спецдокладчик по геноциду, преступлениям против человечности. Что это дает? Вопрос перестает быть внутренним делом Китая и становится предметом мониторинга. Универсальный периодический обзор UPR Китая – это регулярный процесс проверки Китая в ООН. Заявление можно подать как Stakeholder Submission,
позиция заинтересованной стороны – народа. Что конкретно это даст? Чего не будет? Он не скажет: мы признаем государство Уйгурия. Он не скажет: вот вам независимость. ООН не даст разрешения на референдум. ООН не решает за народы. Что будет на самом деле? Фиксация факта. ООН зафиксирует. Существует народ, который заявляет, что никогда не имел возможности свободно выразить свою волю относительно своего политического статуса. Это юридическая точка входа. Разрушение аргумента, что это внутреннее дело Китая, после фиксации Китай не может говорить, что вопрос закрыт, что любая репрессия рассматривается в контексте продолжающегося нарушения. Изменение статуса дискуссии до заявления: уйгуры – это равно меньшинство, регион, проблема прав человека. После: уйгуры – это народ с нереализованным правом. Это качественно другой уровень. Защита диаспоры и активистов. Когда формула закреплена в ООН, легче защищаться от обвинений в экстремизме, проще объяснять позицию в судах, СМИ, университетах, появляется единый язык, который нельзя легко дискредитировать. Очень важный момент. Признает ли нас? ООН не признает народы как государство. ООН признает факт заявления, признает наличие вопроса, запускает процедуру наблюдения и давления. Это не выглядит как «да, мы признаем уйгуров». Это выглядит как «этот вопрос зафиксирован, он подлежит рассмотрению, и государство обязано на него отвечать». Самая честная формула результата. Первое заявление не дает государству. Оно возвращает уйгурам статус субъекта разговора. Без этого шага любые разговоры о будущем – это шум. С этим шагом появляется процесс, в котором у народа есть голос. Для понимания, первое коллективное заявление подается в Совет ООН по правам человека и через специальные процедуры. Оно не создает государство, но фиксирует, что уйгурский народ никогда не имел возможности выразить свою волю. Это переводит процесс из внутреннего дела в международную плоскость и возвращает народу статус субъекта, без которого невозможны дальнейшие шаги. Текст заявления может быть следующим. Коллективное заявление о признании субъектности уйгурского народа. Первое. Кто мы? Мы представители уйгурского народа, проживающие как в Восточном Туркестане, так и за его пределами, действующие через уйгурские организации и общины диаспоры, настоящим заявляем о своей позиции в соответствии с международным правом. Уйгуры являются отдельным народом, обладающим собственным языком, культурой, историей и коллективной идентичностью. Второе. Отсутствие коллективного волеизъявления. Уйгурский народ никогда не имел возможности свободно и коллективно выразить свою волю относительно своего политического статуса. Ни на территории Восточного Туркестана, ни в период исторических трансформаций XX века, ни на международной арене не проводилось ни одного свободного, осознанного и коллективного процесса, в рамках которого уйгурский народ мог бы выразить свою волю. Решения, касающиеся политического статуса территорий, населенных уйгурами, принимались без участия, согласия и представительства уйгурского народа. Право на самоопределение как нереализованное право. Это третье. Согласно международному праву, право на самоопределение принадлежит народам. Поскольку уйгурский народ никогда не имел возможности реализовать это право, данное право не было утрачено, а остается нереализованным. Отсутствие условий для выражения коллективной воли означает, что нарушение данного права носит продолжающийся характер.
Четвертое. Заявление о субъектности. В настоящем заявлении мы заявляем о себе как о субъекте международного права в части права на самоопределение, а не как об объекте решений, принятых без нашего участия. Мы подчеркиваем, что данное заявление не является выражением коллективной воли о будущем политическом устройстве, не представляет никаких форм политического статуса, не является декларацией независимости, не содержит территориальных требований. Настоящее заявление направлено исключительно на фиксацию факта отсутствия волеизъявления и признания уйгурского народа как субъекта данного права. Пятое. Обращение к международному сообществу. В связи с вышеизложенным мы обращаемся к международному сообществу с просьбой зафиксировать, что уйгурский народ никогда не имел возможности свободно и коллективно выразить свою волю относительно своего политического статуса, признать, что право уйгурского народа на самоопределение остается нереализованным, признать, что субъектность уйгурского народа в вопросе реализации данного права в соответствии с международным правом. Заключение. На протяжении десятилетий решения о судьбе уйгурского народа принимались без участия самих уйгуров. В настоящем заявлении мы заявляем не о результате, а о праве быть субъектом, без которого никакие решения не могут считаться легитимными. Данное заявление подписывается уйгурскими организациями, общинными диаспорами. Куда подавать это заявление? Основной адресат – это Совет ООН по правам человека в Женеве. Формат подачи Written Submission, Joint Submission, Statement от неправительственных организаций и общин. Это ключевая точка фиксации субъектности. Параллельно, усиливая эффект, тот же текст без изменений направляется через специальные процедуры ООН по правам меньшинств, по культурным правам, по предотвращению геноцида. Стратегические. Как Stakeholder Submission в рамках универсального периодического обзора UPR Китая, для общего понимания это заявление на субъектность, а не на волеизъявление. Что касается Тибета, который приводит часто в качестве примера. Тибет пошел по пути представительства в изгнании без завершенной процедуры самоопределения. Получил устойчивость, но застрял юридически. Уйгуры имеют возможность сначала зафиксировать субъектность, затем создать процедурный орган и только потом, если народ решит, представительство. Это юридически чище и сильнее, чем путь Тибета. Да, у уйгуров будет свой уникальный путь, и это нормально, логично и даже сильнее. Коротко. Почему и в чем уникальность? Почему путь у уйгуров не может быть как у других? Ни один народ не проходит путь самоопределения одинаково. Уйгуры находятся в универсальной ситуации одновременно по 4 причинам. Никогда не было волеизъявления. У многих народов было референдум, переходный период, выбор. У уйгуров никогда. Второе. Тотальное принуждение и геноцид. Это исключает классические формы выбора в референдум внутри территории. Третье. Разделенность народа внутри плюс диаспора. Значит, нельзя просто копировать модели 20 века. Четвертое. Современное международное право. Это сегодня мир работает иначе, чем 50-70 лет назад. Появились механизмы фиксации процедур правового давления. В чем уникальность уйгурского пути? Первое. Мы начинаем не с власти, а с права. Никто лидер, никто президент. А нас никогда не спрашивали. Зафиксируйте это. Это редкий, но очень важный юридический ход. Второе. Мы не подменяем народ элитой. Многие движения ломались потому, что сначала появлялись лидеры, а потом народ превращался в зрителя. Уйгурский путь. Сначала субъект, потом воля, потом представительство. Мы не копируем Тибет, Курдистан или другие кейсы. Мы берем их опыт, но не повторяем их ловушки. Это признак зрелости, а не слабости. Мы говорим на языке 21 века.
не лозунгами, а процедурами фиксации международным правом защиты от узурпации. Самый важный момент. Уникальный путь – это не слабость. Это значит, что народ учел ошибки других и строит свой путь осознанно. Да, у уйгуров должен быть свой путь, потому что нашу волю никогда не спрашивали, и мы должны начать именно с этого. Прошу все заинтересованные лица, организации начать процедуру обсуждения моих предложений и подготовки плана мероприятий по объявлению права уйгурского народа быть субъектом международной политики. Спасибо.